Однажды Фатима, да будет доволен ее Аллах, спросила у своего отца, досточтимого пророка, саллаллаху алейхи вассалям: «О мой любимый отец, кто из женщин войдет в рай первый?» Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: «В таком-то месте проживает женщина, которая первой войдет в рай». Мать наша Фатима, да будет доволен ее Аллах, очень заинтересовалась этим. «Она войдет даже раньше меня?» «Да, даже раньше тебя. Если хочешь, познакомься с ней и узнай, по какой причине она удостоена такой чести». Фатиму очень заинтересовала эта женщина, и однажды она решила навестить ее. Она нашла дом этой женщины. Постучавшись, она услышала голос старой женщины. «Кто это?» – спросила она. Фатима объяснила, кто она. «Да будет моя душа жертвой за тебя, о дочь посланника Аллаха. Я очень хотела познакомиться с тобой, но поскольку я не выхожу на улицу, не смогла тебя проведать. Это милость Аллаха, что ты пришла ко мне. Прости меня, но я, к сожалению, не могу открыть тебе дверь, так как не спрашивала разрешения у мужа. Если придешь завтра, я спрошу разрешения у мужа и открою тебе дверь». Фатима ушла и на следующий день пришла вместе с сыном Хасаном, да будет доволен ими Аллах. Но женщина поняла, что Фатима, да будет доволен ее Аллах, не одна. «Извините, но я у мужа спросила разрешение только для тебя. Если хочешь, можешь войти, но твоего сына я не могу впустить. Или подождите до завтра. Я спрошу у мужа разрешения, и завтра зайдете вместе». Фатима и на второй день не смогла попасть к этой женщине. На третий день Фатима взяла с собой второго сына Хусейна, да будет доволен им Аллах, и столкнулась с тем же, что ей пришлось покинуть место, где живет эта женщина. На четвертый день женщина впустила всех, так как для всех спросила разрешение у мужа. Когда Фатима, да будет доволен ею Аллах, вошла в дом, то была очень удивлена, что ее встретила молодая и очень красивая женщина. «Когда я говорила с тобой из-за двери, я слышала голос очень старой женщины. Да, чтобы мой голос не мог соблазнять посторонних мужчин, я положила в рот камушек. А сейчас вытащила». Фатима, да будет доволен ею Аллах, прослезилась и поняла причину, по которой эта женщина первой войдет в рай. «О дочь посланника Аллаха, справляюсь ли я со своими обязанностями перед мужем так, как нужно? Боюсь, что мне придется отвечать за это перед Аллахом». Фатима, да будет доволен ею Аллах, передала ей сообщение посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Ты та женщина, о которой меня уведомил пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что ты первая войдешь в рай. Ни одна женщина не сможет сделать даже одно дело из тех, что делаешь ты». Немного побеседовав с ней, Фатима, да будет доволен ею Аллах, ушла.